Дедушка, Мирет ага, вы нас благословите. Ты смотри, какая она невеста. В штанах, в каске, на тарахтелке носится. Девушки не должны себе этого позволять. Но вы же не станете разлучать нас. Моя внучка недостойна такого джигита. Дедушка, неужели вы не хотите моего счастья? Что мы, не любим своих внуков, что ли? Нельзя их не благословить. Вот баланс у нас и сойдется. Месяц словно ломтик дыни, в небе ласково дрожит. Верблюжонок спит в пустыне, сладко спит и мой джигит. Пусть малыш тебе приснится, будто сел ты на коня. И помчался, словно птица, всюду помня про меня. И очей моих отрада, и ночей моих услада, спи, мой маленький цветочек, спи, мой маленький сыночек. Не спят? Все ждали, ждали тебя. Есть хочешь? А я и сам не знаю. Главный буйвол в колхозе — председатель. Ты хочешь сказать, что вообще скоро домой не будешь приходить, да? Нет. Пожалуйста, уж не забывай, что ты все-таки отец 6 детей. Много хлопот. Нет материалов. Вздохнуть некогда. А у тебя сегодня довольно странное настроение. Почему? Все кругом тебя осуждают за стариков. Подожди. Если все, значит и ты в том числе. Ну зачем ты так? А, понял. Меня осуждаешь не ты, выходит, а Хатиджа и 2 соседки. Вот если бы твою свадьбу отменили. Какую? Вот а у Хатиджи отменяется. Не может она без украшений состояться. А Петилы нет. И вообще нет стариков. Не знаю, но прямо все как сговорились. Старики, старики, старики. Ну ладно, съезжу я к ним. В небе звездных точек не сочтешь их до сей день. Все уже решено. Проект утвержден. И не будем больше дискуссировать. А где будет ателье легкого платья? Ателье будет, милая, потом. Потом будет все как надо. А роддом будет? Бабушка, я же сказал, роддом будет во вторую очередь строиться, а школа в первую. Ну как это не понять? Председатель, вы забыли. Сначала дети рождаются, а потом уже в школу идут. Но, Товарищи, не поднимайте пыли на льду, я вас прошу. Терпишь, бар, мальчик, ёп. О, научился. Кирпич есть, раствора нет, говорит. А, ты уже по-туркменски говоришь, дядя Боря. Молодец. Председатель, а когда музыкальную школу начну строить? У меня дети в классе, знаете, как поют? Учитель. Твоя музыка подождет. Мы слышали, как ты поешь, этого нам во. Понял? Все. С женщинами надо было посоветоваться. Женщины в колхозе — большая сила. Вот, и так И давно надо было. Мы тут работаем, а он совершенно не умеет. Играй, дядя Боря. Пока они галдят, работы не будет. Ну, как? Высший класс. Председатель приехал. Это неспроста, что-нибудь там случилось. Давно мы его не видели. Зря бы он не приехал, характер не тот. О, кто к нам приехал? Джапар Байрамович.
Как раз к обеду. Да. Пойду скажу Анне Петровне, она будет очень рада. Гостем будешь? Здравствуйте, аксакалы. Здравствуй, сынок. Здравствуйте. Здравствуй, председатель. Как здоровье? Очень хорошо. Здравствуйте. А дома у вас все в порядке? Спасибо, спасибо. Привет вам от племянницы. Спасибо. О, Мирет ага. А, пей чай. Природа-то какая? Лучше, чем на Черном море. Угощайся. Наша курага. Загораете? Загораем, председатель. Да вам с приездом, Приехал. председатель. Дорогие мои аксакалы, я вам могу сейчас честно признаться, что я тогда был неправ. Правильно. В вашем отсутствии возникли вопросы, появилось много проблем. В общем, нужна ваша помощь. Конечно, Джапар Байрамович. Молодец, Джапарчан. Давно пора. Мы, Джапар Байрамович, уже об этом подумали. Тихо. Никто никуда не поедет. Нам всем без вас нелегко. Всему аулу. Неужели вам все равно? Отдохнем, вернемся, как принято говорить. Спасибо за внимание. Вот так. Ну что ж, тогда извините, поеду. Отдыхайте. Того, кто приходит за помощью, по лицу не бьют. Он же прощения просил. И он же все понял. Все понял. Неправильно это. Тоже правильно. Эх вы, мальчишки. Это еще не урок. Надо выдержать до конца. А где же? Я все принесла. Накормили уже. В мире нет реки без берегов, не бывает дыма без огня. Может, я не понял стариков, а они не поняли меня. Только как мне все им объяснить, чтоб сомнений не было в груди? Стариков и нас связала нить, без которой счастья не найти. Мудрость верно сказала про мирские дела. Если б молодость знала, если б старость могла, мудрость верно сказала про мирские дела. Если б молодость знала, если б старость могла. Ну а может, все же я не прав. Сердце, подожди, не торопись, правды настоящей не познав, не познаешь, что такое жизнь. Только как мне все им объяснить, чтоб сомнений не было в груди? Стариков и нас связала нить, без которой счастья не найти. Мудрость верно сказала про мирские дела. Если б молодость знала, если б старость могла.
Тише, подожди, товарищ, у нас ЧП. Что такое? ЧП. Что ли? Да хуже. Сейчас Дурды звонил. Там все собрались. У нашего председателя большие неприятности. Это можно было ожидать. Правильно. Доченька, спасибо, что сказала. Человек ведь не трактор, не самолет. А может, мы далеко зашли, а? Хотели поправить бровь, а попали в глаз.